Всем привет и с Новым годом, друзья! У нас тут первый в 2020 выпуск «Киноалании». Новинки на этот раз максимально разные. Боевик о вторжении инопланетян, экранизация бродвейского мюзикла и мультфильмы. Сейчас обо всем по порядку. В первый же день Нового года на больших экранах стартовал российский блокбастер «Вторжение», продолжение «Притяжения», вышедшего 2 года назад. В Москву вновь вернутся пришельцы и герои прошлого фильма, вот только на этот раз все будет еще опаснее и серьезнее. Итак, прошло 3 года с момента падения инопланетного корабля в московском Чертаново. Юлия Лебедева, единственный человек, контактировавший с пришельцами, теперь стала практически подопытным кроликом. Ученые и военные пытаются разгадать природу растущей в ней силы. Однако сверхъестественные способности девушки интересуют не только людей. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. 2 года назад «Притяжение» стал самым кассовым российским фильмом, заработав в прокате более миллиарда рублей. И это несмотря на не самые положительные отзывы критиков. Спустя всего несколько месяцев после премьеры было объявлено о начале работы над второй частью. Работу над картиной в режиссерском кресле продолжил Федор Бондарчук. Вернулся и весь оригинальный актерский состав: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухамедов и, внимание, Александр Петров. К ним добавился и один новичок – Юрий Борисов, которого вы можете знать по фильму «Бык». Бюджет «Вторжения» по сравнению с «Притяжением» вырос почти в 2 раза и составил 645 миллионов рублей. Благодаря этому в техническом плане фильм стал намного лучше, а финальная катастрофа смотрится на уровне, может, не топовых, но довольно качественных голливудских фильмов. По некоторым данным, для съемок «Вторжения» Министерство обороны предоставило новейшую военную технику и оружие. В ход пошли даже испытательные образцы, которые еще не внедрили в производство, например, беспилотный автомобиль. Итак, стоит ли смотреть «Вторжение»? Скорее да, чем нет. Во-первых, российского блокбастера такого уровня и масштаба вы точно еще не видели. Во-вторых, Федор Бондарчук и компания явно сделали работу над ошибками после «Притяжения», так что второй фильм вышел лучше, чем первый. Ну и в итоге давайте все же дадим еще один шанс современной российской фантастике. Вдруг она нас удивит. А сейчас расскажу о других новинках этой недели. Поверьте, они стоят того, чтобы их посмотреть. На больших экранах стартуют «Кошки», экранизация легендарного бродвейского мюзикла. По сюжету на ежегодный бал собираются кошки из племени избранных из разных уголков земли. Они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние, любимцы и бездомные. Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера экранизировал Том Хупер, тот самый, который снял «Отверженных». В актерском составе ленты куча звезд: Джуди Денч, Йен Маккеллен, Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон, Дженнифер Хадсон и многие другие. В кино также стартовал мультфильм «Красные туфельки и 7 гномов». Главная героиня – обычная девушка из сказочного королевства. Она находит пару волшебных туфелек, которые превращают ее в красавицу-принцессу. В этом же королевстве обитают 7 принцев, которых злая ведьма превратила в зеленых гномов. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен поцелуй прекрасной девушки. Однажды герои встретятся и узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота. Это, конечно, тоже еще не все. Мы продолжаем показывать прошлогодние фильмы, так что ловите нарезочку.
Сегодня в Must See вспоминаем один из самых необычных научно-фантастических фильмов последних лет «Прибытие». Здесь тоже есть пришельцы, они также прилетают на Землю, вот только в отличие от других подобных лент, «Прибытие» не скатывается в тему бомбежек и войны. Итак, о сюжете. В один прекрасный день сразу в 12 местах по всей Земле появляются НЛО. Они зависают в воздухе и все. Намерения пришельцев неизвестны, армии приведены в полную боевую готовность, а ученые пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Главная героиня – талантливый лингвист, которую правительство выбирает на роль переговорщицы. Ее цель – расшифровать язык пришельцев и выяснить, зачем они прибыли на нашу планету. Фильм основан на коротком рассказе «История твоей жизни» Теда Чана. Необычную историю взялся экранизировать мастер атмосферного кино Дени Вильнев. На его счету сшибающая с ног драма «Пожары» и фантастический «Бегущий по лезвию 2049. Его прибытие с первых же кадров покоряет неповторимой атмосферой. «Прибытие» — это удивительный фильм, где фантастика соседствует с личной драмой, а истории героев важны не меньше, чем нашествие пришельцев. Главную роль здесь исполнила Эми Адамс, и она здесь просто королева. Ее героиня – упорная, настойчивая и очень печальная девушка. Компанию ей составляют Джереми Реннер и Форест Уитакер. Еще один плюс – визуал. «Прибытие» – безумно красивый фильм. Все в нем максимально минималистично и стильно, а пришельцы просто потрясающие. Операторская работа в фильме идеальная. За нее картина была номинирована на «Оскар». Всего же у «Прибытия» аж 8 номинаций на главную кинонаграду. На выходе «Прибытие» – это великолепный фантастический фильм для тех, кто любит включать мозги. Вы не найдете здесь тонны спецэффектов, взрывов и битв, зато он точно заставит вас думать. А финальный поворот и вовсе взорвет вам мозг. Фанаты жанра точно будут в восторге. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.